Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Защита Родины. Чтобы защитить от нечисти 21 века, от фашизма, от бандеровщины, от сатанизма, в прямом смысле этого слова, защитить наших людей. Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. О настрое бойцов узнавал наш корреспондент. Первый шаг. Для всей нашей телерадиокомпании большая честь представлять республику на таком престижном международном фестивале «Голос Евразии». Телерадиокомпания «Война» одержала победу во Всероссийском фестивале «Голос Евразии». Подробнее сегодня в эфире. Широкий обзор. Море приятных летел. Для народа стараемся. Теперь Грозненское море можно будет увидеть с 8-метровой смотровой площадки. О завершающих штрихах в строительстве объекта расскажем сегодня. Глава региона провел совещание с представителями силовых структур Чеченской Республики. Собравшиеся обсудили обновление военно-технического оснащения, работы по ремонту базы недавно сформированного батальона ОМОН Ахмат-1 Минобороны России, а также помощь и обеспечение бойцов, сражающихся в зоне проведения специальной военной операции. Чеченские военнослужащие успешно справляются с выполнением всех поставленных задач. Snon Shirala ministra Barons Sheigus Komjadicsidon Vajbérston Hessvasbudon Цуалху президент Комjadicsidon президентон передай вашим ребятам Дон большой Дон привет, спасибо Дон Дон они лучшие Бостон Дон Хестваш туда Стон Цашик выучтона, ويدانا عمد عشبولن بالنيقدانا ويخلقوا دانا ومصو ما دان تلاتش ريفريندوم من مصو ما دين ميالدك ديشي دانا رسي باش حلقها وتيش باتر دستان هنده جدان هيتيو هر ده تير مجوشي دان هنده عدنا جي باش دان إيهنس ويج كماندير بورشل بالكيش بترونش وين دعل لتح ويسع بوش دايتين لا توشر دستان التغن دوانا اش شاش دولج متع دوانا دون ديكس اياب تربان دون مير الليتي دوين الليتي دون تيلن زداش شكوتش باندوش رسيسكي دون общество دون شاشيو دوانا печатью охадасте дастон. Да, действительно, да, Чеченская Республика, да, халяч, да, настолько, да, шашин выбран, да, ты ж мне будешь, да, шаш ожидать, ничего, да, было, да, халяч, 80-90% общества, да, Российской Федерации, да, уже доверяет, да, чеченскому народу, а этого не было, да. Амадаш, Бог, Дон, уверенно, да, обоснованно, шейн, уадильче, да, динти, иллакси, да, язин конституция, харду, да, шейн, уадильче, хорсатя, еша, ешхал, да, деяцил, да, деяцил, да, харжам, из Дона, просто Дон, доци Дон, ой, что с войны референдум, Дон, тайное голосование, ну, школа открыта Дон, и новое голосование Дон. Сюда Дон, ой, там смело Дон, да, еще то, что Дон, ёпч почалка, 150 миллионов Дон, ёшкол Дон, в государстве, мы имеем львиную долю Дон, конечно. Мы не просто Дон, граждане Дон, мы титульные нации Дон, мы часть этой великой Дон, страны Дон. И мы обязаны Дон обеспечить безопасность Дон.
Мы да он обязаны соблюдать закон, порядок, да он. И когда нужно, да он, всегда должны быть первыми, да он. Так как нас учили наши предки, деды, отцы, да он, деды он, ой, да он, стяда он, юдо лишь да он, ой, тяхяна, да он, бух, вабелен, хилбиш, да он, орш, да он, ой, шаик, ой, тех, вот это даяг, да он, ой, шаик наград, что он, ой, вернуть на да свой, то он, цавен, тилен, ой, Йошио, цидитанец, восток, запад, север, да эльчмет, ночью, дождь, дальше, ой, бух, вабельно, да, сундели, да, он, куда, да, он, или бичан, сашик, выюш, кам, паратона, дерду, ёкуч, почалка. Бойцы батальона «Восток Ахмат» Министерства обороны России под руководством Вахи Хамбулатова продолжают оборонять Ореховское направление от укрнацистов. В бою используется новейшее отечественное вооружение, которое успешно противостоит технике западного образца. Благодаря грамотной работе российских военнослужащих враг терпит существенный урон в запорожском направлении и не может выдвинуться дальше. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Рамзан Кадыров. Авиация была еще конкретно, да. Вот штурмовик, да, или герстуш, да, штурмовой отряд, когда говорит. Но в любом случае, сами аурация учак болишь, да, свой, именно, вы. Это, да, обороны сега, массу метра, да, лечь бу, уэниш, да, держаться, дешь бу. Очередную группу добровольцев проводили из Грозненского аэропорта. Защитники Отечества настроены решительно и точно знают, ради чего они борются. С подробностями Лейла Муртазова. Добровольцы со всей России, в том числе и чеченцы, продолжают пополнять ряды подразделения спецназа «Ахмат». Они прошли ускоренный курс на базе Российского университета спецназа, где под чутким руководством инструкторов кто-то обрел, а кто-то значительно улучшил свои навыки, востребованные в зоне боевых действий. Проводить очередную группу новобранцев прибыли должностные лица региона. Они обратились к бойцам с напутствием. А сегодня мы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим боевым братьям на территории Донбасса, чтобы защитить от нечисти 21 века, от фашизма, от бандеровщины, от сатанизма в прямом смысле этого слова, защитить наших людей, женщин, детей, стариков. Бойцы, мы все знаем, что слово «доброволец» само собой обозначает, что человек сам по зову души, по зову своего сердца вышел защитить все свои ценности, ценности своего народа, своего государства. Многие из добровольцев уже имели боевой опыт участия в специальной военной операции и продолжают принимать в ней самое активное участие. Все, что касается их обеспечения, строго контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. سعنا هم سجوتي لا استطاع أن تبغى بيشان دولة. وبتشاق بوصل بدين لرد غزوة أرض دخل. لبوا بركز задача выполнить кич дух Ахмат сила. Отметим, что Российский университет спецназа подготовил и отправил на линию фронта более 13 тысяч добровольцев, которые задействованы в самых ответственных участках специальной военной операции. Совсем скоро добровольцы приступят к своей основной задаче – это защита нашего государства. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В лагере «Горный ключ» открыли профильную летнюю смену «Время первых». Начали торжественную церемонию с выступления председателя движения Ахмата Кадырова. О количестве участников и некоторых организационных моментах расскажет Мадина Нуцалчиева. С приветственной речи председателя регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Чеченской Республики Ахмат Кадырова начинается торжественная церемония открытия профильной летней смены «Время первых» в лагере «Горный ключ». Ассаламу алейкум, дорогие мастеры. Сегодня стартует профильная летняя смена «Время первых». Я очень рад, что эта смена посвящена новому, самому масштабному движению нашей страны, российскому движению детей и молодежи, движение первых.
уверен, что все ребята смогут найти себе новых друзей и погрузиться в деятельность движения первых. Это первый опыт для нас, нашей региональной команды и ребят из муниципалитетов. После гостям продемонстрировали видеоролик, в котором рассказали про деятельность движения и его направления. Мероприятие не обошлось без чтения стихотворений и танцевальных номеров. Целью смены является популяризация деятельности движения первых. Российское движение детей и молодежи было основано в 2022 году при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Главной задачей глава государства назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации детей по самым разным направлениям. Путем общей смены, которая будет длиться 7 дней, в течение недели мы будем проводить различные тренинги, мастер-классы, встречи с известными личностями, будут приглашены известные спикеры, гости, которые будут рассказывать про движение, будем продвигать и, так сказать, проявлять мотивацию у участников, чтобы они в дальнейшем вступили в движение и стали активными участниками. В течение смены «Время первых» около 500 ребят будут реализовывать себя, участвовать в различных мероприятиях, достигая поставленных целей. По итогу они получат новый опыт и смогут выбирать направление для личного роста. Предполагается, что участники объединения будут продолжать инициативы советских пионеров и вносить свой вклад в развитие общества. Основные ценности движения первых – это дружба, патриотизм, достоинство и жизнь. Мадина Толчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Уже второй съезд представителей Тейпа Сандахой состоялся в горах Шаройского района. Главная цель – сохранение исторической памяти. Наш корреспондент пообщался с самыми зрелыми представителями Тейпа, в памяти которых все еще свежи воспоминания о самых трудных временах для Сандахой. Слово Амине Тупелаговой. Представители Тейпа Сандахой откликнулись на зов родных гор. Они приехали из различных уголков Чеченской Республики и не только, чтобы собраться на своей исторической родине. Впервые такой съезд состоялся в прошлом году и собрал он около 350 участников. В этот раз людей гораздо больше. Приблизительная численность общества 3,5–4 тысячи человек. Основная часть проживает в Наурском районе, остальные в Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, ну и, конечно же, в столице региона. Также значительная часть расположилась в Малгобекском районе и в городе Карабулак соседней Ингушетии. Всех собравшихся объединяет абсолютная любовь к своим истокам, заложенная Всевышним. عباسي خيس لوجهنا شاهدت متي عدو دي اتمتح استياش مكش داس ملخ حيب دلع ملخ دينة دلع مخش خوش دل دينتش حيبنش سندل دال حق ولا ندوشل صدوشل هما شي داي بيخ مت كيسن شي نان عين مت كيسن شاوين مت كيسن شي داي موخ بيسن إذا ويما قال شي سين آمل ويلا قدو إذا دال وين شو دلين دويز سندل شي موخ شي بيزر خايج شي داي موخ بيزر خايج طان قول دل سند خوي تايبا دال تعي بركتي دال طان سند برت صعبولش بوصلنا وجري بولش. В любом начинании правоверные мусульмане обращаются к Создателю. Его домом на земле считается мечеть. Представители Тейпа намереваются начать восстановление селения с ее возведения. С именем милостивого и милосердного прочитали мувлид и совершили дуа. Ойла даймах каюс, тапхай безам кузбахна, куза хер гулам низ палар, хер дохухту, хер возрождение, юфт возрождение, солкам направлено до Аршадык-Дой. Среди гостей мероприятия был и старейший представитель Тейпа Хуландой. Его село с одноименным названием соседствует с Сандахоем. Джабраил помнит трагические события февраля 1944 года и не скрывает радости, что сегодня, преодолев столько трудностей, чеченский народ, наконец, живет под мирным небом. سدو آهان یشوتش تا اومدن دوتش کل بسنریک جامو هیت الولشو گی ولش کل سبیتش تا بیگن بوسی اوشین یفتر تا بیگن بولش ناخل یوگا باز میسک بیگن ناخیر بعد سانس او چور کره دوتش فیگه دوتش یه یوتش ملا یوتش بوک بول بوکیر یر بوک بول ما بود اجل علامن شوقی حال برکن شاین اخ دنیا تر تا بیگن رش دگه لاس ديناريك دوقهم دوق صاغ دوقير
В силу исторической несправедливости после выселения представителям Тейпа было запрещено возвращаться на исконные земли вплоть до 1991 года. На сегодняшний день уже год в Сандахое имеется единственный постоянный житель – Исмаил Хабизаев. حين دال دل حرمة بيركة حرمة تش أخواستم بش عشق عندنا حي ياقي سن الخ могуш дик чакяктон этохил. На территории Сандахоя имеются древние кладбища и остатки поселений, датируемые от 14 до 19 веков. На сторожевой башне Тейпа даже сохранились петроглифы и знаки, притягивающие внимание исследователей Кавказа. В 1887 году Дунян войшевой путешественников от Черного моря до самого Каспия, от Ламанцду и самой вершины покорять яш. Цукуза дехан суртштук, старый суртшту 1897 году. Даши морица бош, хелвоку. Освоение Сандахоя началось в 2011 году, но в связи с отсутствием коммуникаций, таких как электричество и мобильная связь, да и в целом достаточно суровых условий массового заселения не произошло. В 2016 году при поддержке главы региона Рамзана Кадырова в Шаройском районе произошли большие преображения. В целях объединения и развития общества был создан Совет Тейпа Сандахой, что положило начало возрождению покинутых сел. Амина Тупилагова, Лёма Мандиев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Телерадиокомпания «Войнах» одержала победу во всероссийском фестивале «Голос Евразии» с работой под названием «Первый шаг». Для компании это далеко не первая победа в значимых фестивалях и конкурсах. Она давно завоевала признание в первую очередь своих зрителей. Наталья Депутатова с подробностями. Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» проводится филиалом ГТРК «Дагестан» уже в третий раз. Главная цель – повышение профессионального уровня участников и обмен опытом создания телевизионных и радиопроектов. Он способствует объединению представителей разных регионов России для сохранения и развития традиций и обычаев народов, населяющих нашу страну. Для всей нашей телерадиокомпании большая честь представлять республику на таком престижном международном фестивале «Голос Евразии» среди такого количества работ, которые были присланы из разных регионов страны и зарубежья. Нам дали такую высокую оценку, мы стали победителями в номинации «Лучшая публицистическая программа». Кроме того, было отправлено еще несколько работ с телекомпаний, которые также получили высокую оценку жюри и наших коллег. Хочется отметить, что мнение наших опытных коллег из регионов, нашего руководства в лице Рифата Абдулгапшсабитова для нас является огромным стимулом, огромной поддержкой для всех наших сотрудников, чтобы в дальнейшем достигать больших высот. Мы с удовольствием принимаем участие в различных конкурсах и думаю, что эта работа будет нами продолжена, активная. И мы будем все больше и больше побеждать и привозить награды в нашу республику. В этом году фестиваль был посвящен столетию известного дагестанского писателя Расула Гамзатова. В его рамках представители различных телерадиокомпаний смогли принять участие в круглых столах, семинарах, узнать что-то новое для себя, обменяться опытом. Также гостям предоставилась возможность посетить музей изобразительных искусств в Таха-Годе, насладиться стихами великого поэта, а также концертной программой, подготовленной специально к торжественному мероприятию. Помимо журналистов, участниками стали этнографы, культурологи, представители власти и общественности. В номинации «Лучшая публицистическая программа» выиграла ГТРК «Войнах» с работой под названием «Первый шаг». Награду вручили директору телерадиокомпании Рузане Веселаевой, которая с гордостью за всю чеченскую журналистику приняла поздравления. Первый главный приз присуждается за программу «Первый шаг» ГТРК «Войнах». Поздравляю. Действительно замечательная программа. У вас была еще одна очень хорошая программа «Доктор 01». Считайте, что даже по совокупности.
Повествует работа о молодом парне, которому при рождении диагностировали ДЦП. Это история человека с большой жаждой к жизни, который не сломался и, несмотря ни на что, преодолевает все трудности. Он учится сразу на 2 факультетах, занимается конным спортом и даже водит машину. Самое главное, знаете, что я не чувствовал себя в чем-то ущемленным. И как будто меня чего-то лишили. Нет, такого не было. Парень признается, что всем своим достижениям он обязан Всевышнему и самому дорогому человеку маме, которая никогда не воспринимала его инвалидом. С детства внушая, что он сможет все. Именно так он всегда и поступал, брался за самые трудные проекты. Рассуждения Магомеда Эмина по-настоящему философские, показывающие любому человеку, что возможно все. Главное верить в себя, не опускать руки и жить с надеждой на будущее. Когда я родился, у меня была парализована вся правая часть тела. Но сейчас, альхамдулиллах, я хожу, иногда даже бегаю, вожу машину, учусь, живу, скажем, полноценной жизнью. Это результат усилий моих и моих родителей. ГТРК «Войнах» традиционно занимает призовые места в различных региональных, федеральных и даже международных конкурсах, показывая профессионализм и высокий уровень подготовки журналистов. Конечно, все это благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Руководство продолжает делать все возможное для достижения таких результатов, создает условия для творчества и поощряет интересные проекты, стимулирует участвовать в различных конкурсах и фестивалях, работает над повышением уровня подготовки сотрудников, привлекая к различным семинарам и лекциям, которые проводятся регулярно. Всем огромное спасибо за то, что принимаете участие в фестивале, присылаете замечательные работы. И, конечно, еще повторюсь, компания наша уникальна. В мире такой нет. Это просто гордость и понимание, какой-то тяжелый, но очень нужный труд, каждый день вещать на 57 языках и наречиях народов Российской Федерации. Просто за это всем огромный низкий поклон. Это предмет нашей гордости. В последние годы наше региональное телевидение выходит из тени федеральных СМИ. Все больше интерес зрителей привлекают истории и события, близкие к пониманию. А это возможно только посредством местных телерадиокомпаний. Зритель переживает за героя, зная, что он тут, рядом, и видя человека, по примеру Магомеда Эми, настраивается на то, что и он сможет добиться всех высот. Главное – верить в себя и идти к своей цели. Наталья Депутатова, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Ремонтная кампания охватила школы республики. Работы включают замену инженерных коммуникаций, обновление напольных покрытий, мебели и техники. Эти важные изменения способствуют созданию комфортных условий для учебных занятий и позволят педагогам более эффективно осуществлять образовательный процесс. Турпалали Тайсумов о сроках завершения ремонта. Школьный звонок совсем близко. Пока ученики наслаждаются каникулами, в образовательных учреждениях, нуждающиеся в капитальном ремонте, работа не утихает ни на минуту. Все это, чтобы улучшить условия детям и педагогическому составу. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации развития образования на территории Чеченской Республики проводится капитальный ремонт в 76 общеобразовательных организациях. Мы подаем заявку в Министерство просвещения. Заявка проходит конкурсный отбор, и после процедуры отбора попадает в программу, и дальше реализация начинается после заключения соглашения. Наша съемочная группа побывала сразу в 2 столичных школах. Судя по темпам работы, от былого здесь вскоре ничего не останется. Только чистота и уют в коридорах и кабинетах. Работа кипит по всей территории. К примеру, в спортивном зале также обновляется внутренний вид. А после смены инвентаря школьники смогут комфортно заниматься оздоровлением тела. Зулихан Каурнукаева – зауч школы номер 16, рассчитанная на 640 мест. По ее словам, радости нет предела, когда прямо на глазах в учреждении вдыхают новую жизнь. Во всех классных кабинетах обновлены стены, полностью заменено новое освещение, и фасад школы обновлен. Полностью покрытие во дворе тротуарной плиткой. И мы надеемся к 1 сентября в светлых кабинетах встретить своих детей.
Аналогичные работы проходят в столичной школе номер 65. Рабочие кладут плитку, красят стены, ставят двери и проводят еще целый фронт работ. По окончанию здесь будет доступно 400 посадочных мест. Мухаммед Али Мусаев отмечает, что поддержка руководства региона сыграла ключевую роль. Мы все свидетели, что какое внимание огромное уделяется главой нашей республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым именно в сфере образования, чтобы наши дети получали достойное, качественное воспитание, чтобы наши дети придерживались наших традиций, обычаев. Для этого главой республики ведется огромная работа, и мы очень благодарны ему. И мы будем, в свою очередь, всегда в этом работать днем и ночью, не покладая рук. Если такое внимание уделяется, дальше идти это несложно, и будем достигать тех целей, которые поставил наш глава республики. Теперь учеба у ребят начнется в современной обстановке. Однако оценки и уровень познаний будет зависеть только от них. До 1 сентября в субъекте отремонтируют 76 школ. Турпал, Али Тайсумов, Сайтали Ампукаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. 8-метровое сооружение появится в Черноречье. Это будет смотровая площадка, с которой откроется обзор на Грозненское море. Работы постепенно подходят к концу. С подробностями Медина Мударова. В скором времени это место преобразится до неузнаваемости. Смотровая площадка с прекрасным видом на Грозненское море. Ее высота составляет более 8 метров, а диаметр круга 27 метров. Работы уже близятся к завершению. Более 10 единиц техники и 30 рабочих трудятся днем и ночью. Все для того, чтобы поскорее порадовать жителей и гостей республики новой достопримечательностью. На данный момент идет установка ограждения и перил. Осталось пару штрихов. море хазхалит, хазбахкан чана приятно халит. Кеш маш бяшлук. Хабахкан хайши хазгич хазвай гал хазхалит, да, море приятно халит. Для народа стараемся. Безопасность, доступность для посетителей и сохранение природной среды – главный критерий будущего объекта. На территории Грозненского моря также ведутся работы по благоустройству территории в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Основной этап уже завершен, к примеру, пирс. Его протяженность 87 метров, ширина 3,5. Заканчивается установка тропинки в виде серпантина, которая ведет к смотровой площадке. В будущем парке установят 5 беседок, уже завершилось и устройство подпорных стен. Осталась лишь их покраска. Также заканчиваются работы по устройству велодорожек. Велодорожки будут из асфальтобетонного покрытия толщиной 7 сантиметров. И между велодорожками, соединяющие их, будут дорожки из отсева, которые придают максимально природный вид на данной местности. Площадь всей территории 202 тысячи квадратных метров. С улицы Мамсурова будет заезд на парковку, которая будет 1700 квадратных метров на 42 места. Также здесь будет обустроено наружное освещение, 179 светильников, установлены урны, лавочки и 5 беседок, ограждения для обеспечения безопасности, лестница и подходные пути. Уже в скором времени здесь будут прогуливаться жители и гости региона. Ожидается много интересного. Все работы планируют завершить в сентябре этого года. Медина Мударова, Сайтали Ампукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».